Это «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Перед страной стоит немало задач по развитию внутреннего производства, достижению технологического суверенитета. И немалую роль в решении этих задач играет как раз система среднего специального образования. О том, как развивается система и какие меры поддержки студентов и преподавателей среднего профессионального образования принимаются в республике, мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии Михаилом Присяжным, первым заместителем министра образования и науки республики. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот министр просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском форуме среднего профобразования говорил, что колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих. Вот чем можно объяснить такую популярность вузов? Ну, Сергей Сергеевич Кравцов прав, у него вся информация по всей большой стране. Я с ним виделся относительно недавно, 2 недели тому назад был первый, но он пока без номера, форум среднего профессионального образования Российской Федерации. То есть этот уровень образования уже дошел до такой стадии, и где действительно Сергей Сергеевич Кравцов озвучил, что в этом году примерно 62%, ну 60-62% выпускников 9 классов, они идут в колледжи и техникумы. У нас в республике примерно 50 на 50 такая цифра. И вот я сюда к вам на этот эфир распечатал как родитель, я вот много лет подписан на рассылку, и вот глава республики Арсений Сергеевич Николаев прислал нам как родителю, моим детям, поздравил с 1 сентября. И здесь вот он очень правильно отметил о том, что у нас в этом году в республике, например, в колледже и техникумы у нас поступило примерно 6700 человек, первокурсников на данный момент, и еще это не предел. А в вузы 6 тысяч. Действительно такое соотношение. С чем же это связано? То есть если вот это на самом деле легенда о том, что в колледже и техникумы идут те, кто не смог поступить в вузы, она давно уже ушла, потому что у нас в целом ряде колледжей и техникумов у нас в республике средний балл поступающих, он там 4,8, 4,9, есть отдельные группы даже под 5,0. Это престиж. Это возможность получить действительно актуальную специальность, потому что все быстро устаревает. То есть вот на рынке труда появляются какие-то свободные ниши, это востребовано, это актуально, люди получают образование, трудоустраиваются. Ну и, конечно, то, что само среднее профессиональное образование, оно все-таки, хотя изначально шло, как бы, ремесло исторически, но теперь это более серьезно. То есть это ремесло, которое требует очень больших стараний, чтобы хорошо этим овладевать. Ну и вот у нас изменились федеральные государственные образовательные стандарты, теперь изменения дошли и до уровня СПО, и обязательным элементом такой итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации, стал демоэкзамен. Демоэкзамен – это демонстрация практических навыков. Поэтому прекрасно понимают пользу от этого и работодатель, и обучающийся. Обучающий может себя посмотреть, что он, собственно, может делать на реальном рабочем месте. Работодатель сразу же себе выбрать того, кого он позовет стать членом их трудового коллектива. Поэтому, конечно, это правда, это действительно так и есть. Ну, тем более рабочие профессии становятся все больше востребованными. Да, они больше востребованы, но и слава богу, ведь в стране, к сожалению, вот был период, когда у нас очень много предприятий закрывалось, свертывалось. Сейчас мы видим, что восстанавливаем мы. Очень много отраслей национальной экономики восстанавливается. И ведь не зря президент страны объявил год педагога и наставника. 2 взаимосвязанных элемента. То есть те производства, на которых остались только наставники, а есть и такие производства, то есть люди уже в возрасте, которые имеют очень серьезный опыт, их мало. Теперь нужно к ним прикреплять учеников. И, соответственно, здесь как раз СПО очень серьезно помогает. Вот наступил новый учебный год, приемная кампания колледжей и техникумов завершилась. Что можете сказать по поступлению абитуриентов? Вы уже назвали цифру 6100, да? То есть у нас поступило Нет, студентов. 6700. 6700 да, даже, да. Вот цифра. Вот. Ну и какие специальности, оказывается, сейчас наиболее востребованы? Ну, здесь у нас, я много называть не буду специальностей, действительно очень... Вообще у нас всего на данный момент, ну, вот, если говорить о выпускниках, в прошлом году были выпускники по 171 специальности. То есть спектр очень широкий. Мы за последние годы открывали от 5-7 до 12 новых специальностей ежегодно. Но если говорить все-таки о наиболее востребованных, то в этом году это информационные системы и программирование, это мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Все-таки не зря мы создавали новые мастерские, не зря обновляли, то есть есть теперь возможность получить образование в разных точках у нас в республике. Ну и 2 специальности медицинского блока, это сестринское дело и лечебное дело. Ну и надо сказать, что в этом году мы очень рады о том, что вот это эффективно все-таки была профориентация. Более чем на 10% в этом году выросло число заявлений от абитуриентов, поступающих на педагогические специальности. То есть это и Якутский педагогический колледж, и Намский педагогический колледж очень хорошие результаты
показал, и Вилюйский профессионально-педагогический колледж. Поэтому это, вот, наверное, самые на данный момент популярные специальности. Ну, неудивительно, что сфера IT у нас сейчас в лидерах, да, наверное, очень востребована в нашей стране. А вот как обстоят дела с трудоустройством выпускников колледжей? Ну, кстати говоря, тоже вот это вот особенности рынка, да, реального рынка труда. Вот айтишники вроде бы все говорят востребованы, с показателями трудоустройства у них бывает похуже. Но это связано с особенностями той отрасли, в которую приходят. Вот был период, когда ну, так не очень хорошие показатели были, например, по трудоустройству в сфере индустрии питания, в сфере услуг, частный бизнес, кафе, рестораны. Но сейчас они очень сильно продвинулись. То есть у нас вот уже более 70%, например, по этой сфере. В целом мы рады о том, что мы выполняем тот федеральный показатель, который сейчас поставлен, это более 60%. У нас разброс идет от 60 до 97. 97, 99 даже, это по медицинским специальностям. В среднем ориентируемся в ближайшие 2 года выйти на показатель 88% по трудоустройству. Это, конечно, такой очень серьезный, но за счет чего можно достигнуть, это, конечно же, заключение целевых договоров. Вот был период, когда мы начинали очень активно по промышленным специальностям, потом вот сейчас в лидеры в последние годы вырвались медицинские специальности. Теперь пытаемся все-таки более равномерно. В прошлом году по креативным у нас впервые появились. То есть есть же ряд предприятий, ряд отраслей хозяйства, которые очень растут вроде бы, производят валовой продукт, но там нет заключения постоянных трудовых договоров, соглашений. В этом проблема. Поэтому, когда есть целевой договор, это уже люди договариваются на берегу. И работодатель, и обучающийся, его семья, представители, и мы, как образовательная организация, в этом заинтересованы. И в этом случае, естественно, студент сразу получит рабочее место по Да, завершению конечно, учебы. и он и практику уже там пройдет, Сразу же и практику демоэкзамен пройдет, да. сдаст, то есть работодатель еще и на экзамене будет присутствовать, поэтому тут все вместе. Вот в августе глава республики Сан Николаев утвердил грант для поощрения профессиональных образовательных учреждений за высокие достижения обучающихся. Вот расскажите подробнее об этом. Ну, здесь я бы хотел тоже воспользоваться, да, с вашего разрешения, показать такой буклет. Мы к началу учебного года издали, буклет, в котором здесь есть обращение министра Ирины Павловны Любимой, министра образования и науки. Но самое главное, он называется «Учись работать в Якутии». Под этим слоганом, да, мы уже несколько лет продвигаем различные проекты, стратегические проекты в сфере именно среднего профессионального образования. Мы рады, что и глава подписал соответствующий указ о грантах. И была до этого поддержка вообще вот этот прошедший учебный год. Все началось 1 сентября 2022 года. Мы открывали новые мастерские в рамках проекта «Молодые профессионалы», и в транспортном техникуме, озвучивая поздравления, поздравляя от имени главы республики, председатель правительства Андрей Владимирович Тарасенко сказал, что «а вот есть ли у вас какой-то грант?» И вот грант, вот эта идея, которая, то, что именно сформулировал глава республики сейчас, она же очень глубокая. Это идея, направленная на развитие. То есть грант будут получать профессиональные образовательные организации, то есть получает коллектив. Либо колледж, либо техникум. Коллектив в себя включает, естественно, и сотрудников, преподавателей, мастеров производственного обучения, технический персонал, который работает, это тоже очень важно, и обучающиеся. И будет несколько направлений. Ну, кроме того, что там лучший колледж будет подводиться, это когда уже по всем показателям, то есть оценка и со стороны работодателей, качество образования, подготовка кадров. Но есть 6 основных номинаций. Это лучший в образовании, лучший в профессии, все, что касается конкурсов профессионального мастерства взаимодействия, лучший в науке. Мы не забываем о том, что ребята, студенты СПО, они ведь очень хорошие изобретатели, рационализаторы. И уже 16 лет у нас в республике реализуется такой форум социальный, молодежный, как форум, это «Шаг в будущую профессию» называется, где очень многие, значит, ученые ведущие, особенно технари, очень хорошо помогают. Поэтому это будет. Лучший в спорте. Мы восстановили в прошлом учебном году студенческие спортивные клубы, уже провели спартакиаду, провели универсиаду. Вот буквально на следующей неделе у нас уже предстоит 2-я спартакиада, уже в этом учебном году, ну, в календарном 2-я, но в этом учебном году 1-я в Вилюйске, на базе Вилюйского профессионально-педагогического колледжа, среди спортивных клубов, профессиональных образовательных организаций. Дальше номинация «Лучший в творчестве». Потому что мы тоже, это для ребят мы создаем все возможности, чтобы это была всесторонне развитая личность. И лучшие в общественной деятельности.
Это тоже очень важно. Это опыт волонтерства, опыт оказания помощи тому, кто в этом нуждается, коллективная работа. Поэтому, как я уже выше сказал, это все-таки гранты, направленные на развитие, на поощрение того, что мы все-таки хотим видеть гармонично развитую личность, как бы это громко не звучало. То есть мы это делаем так, чтобы людям было интересно. Кстати, возвращаясь к вашему первому вопросу, тоже Сергей Сергеевич Кравцов на форуме СПО в Москве озвучивал, что СПО ведь становятся популярными, потому что там становится интересно учиться. То есть там не только современное оборудование, там интересные педагоги, и там много новых возможностей. То есть мы так же, как и в школах, создаем в колледжах и техникумах театры, спортивные клубы, то есть очень много и других возможностей. Поэтому, конечно, мы благодарим главу, что он так далеко смотрит на самом деле с точки зрения вкладывания в будущих людей, которые будут жить здесь. Человеческий капитал у нас в республике. Ну, вот вы как раз сказали на тему преподавателей, да, студентов становится больше. Хватает ли преподавателей сейчас в сфере СПО? Нет, если бы я сказал «да», я был бы не прав. Преподавателей действительно не хватает на всех уровнях. Мы рады, что в последние годы чуть-чуть снизился отток преподавателей из сферы СПО в общее образование. Такая была проблема вот 7 лет назад, 5 лет назад, прямо чувствовалась, особенно в общеобразовательном цикле дисциплин, потому что мы не забываем о том, что ребята после 9 класса приходят, они изучают и 10 и 11 программу в колледже и техникуме, да еще и профессию сверху. Ну и, конечно, все-таки свои плоды дает национальный проект образования, потому что федеральный проект «Молодые профессионалы», он же предусматривал создание не только мастерских создания, а именно и обучение. То есть там шла переподготовка, повышение квалификации. Плюс, конечно, у нас очень серьезно наши ряды, педколлективы колледжей и техникумов пополнились теми, кто прошел через систему конкурсов профессионального мастерства. Кто был победителями в разных номинациях, теперь это молодые люди, у которых есть работа, есть опыт и знают, как их недавно готовили. И вот мы рады, что есть у нас, например, Якутский технологический техникум сервиса имени Готовцева. По-моему, если я не ошибаюсь, 13 сейчас сотрудников, мастеров производственного обучения, это те ребята, выпускники последних 5 лет, которые сами очень хорошо теперь передают свои знания, свежие, новые знания, которые они только-только получили на производстве. Ну и, конечно, мы рады о том, что вот, в принципе, есть такое понимание. Недавно была встреча Айсена Сергеевича Николаева, нашего Илдархана, со студентами СПО. И мне очень понравилось, что наша ассоциация молодых педагогов среднего профессионального образования, она инициировала вопрос стажировок. Стажировки для преподавателей. Конечно, глава однозначно этот момент поддержал, то есть это будет такое своеобразное наследие года педагога и наставника Российской Федерации у нас в республике. И это те люди, которые, естественно, помогут. Ну а мы отдельно, кстати, работаем очень активно над преподавателями общеобразовательных дисциплин. Вообще такой, может быть, несбыточно пока. Я озвучиваю мечту свою, как в общем-то, школьный учитель, да, много лет работавший в школе в свое время. Я хочу, ставлю такую задачу, чтобы по общеобразовательным дисциплинам в ближайшие годы кто-то из студентов колледжа и техникумов выиграл республиканскую предметную олимпиаду. Ну, было бы прекрасно. Например, мы очень активно работаем с преподаванием истории. Соответственно, ну, это реально, конечно. Это реально, но это определенный стимул, потому что если многие лучшие приходят не в вуз, а в колледж, то мы, соответственно, должны ставить перед собой такие же амбициозные задачи. Вот что касается поддержки, да, вот какие меры поддержки системы среднего профобразования у нас применяются в республике? Ну, конечно, вот этот грант главы, я сказал, это да, это уже момент, который совсем скоро. Мы готовимся, у нас в прошлом году президент страны учредил национальный праздник, 2 октября. Мы будем в этом году второй раз праздновать национальный праздник День среднего профессионального образования в Российской Федерации. Тогда будут объявлены основные претенденты среди колледжей и техникумов. Конечно, меры поддержки, то, что республика софинансировала, помогала нам участвовать в создании мастерских. Напомню, что с 20 по 22 год, всего за 3 года мы создали 55 современных мастерских. Это очень хорошая мера поддержки. Планировали за 5 лет до 2024 года создать 50, но удалось первые 3 года очень активно поработать. И сейчас есть продолжение, вот как раз мы тоже здесь благодарим поддержку Миндаль Восток развития Юрия Петровича Трутнева, самого Илдархана лично Айсена Сергеевича, потому что утверждена 3-летняя программа 23, 24, 25 годы, 300 миллионов рублей. Мы будем продолжать создание мастерских. Например, в этом году в этой программе у нас северные наши точки. То есть это Черский,
Арктический колледж народов Севера, и 3 отделения Центра подготовки рабочих кадров Арктика. Это Батагай Верхоянского улуса, Жиганск и Тикси. Это существенная помощь. Дальше, конечно же, существенная помощь. У нас вот в прошлом году завершен такой процесс, для нас первый опыт, когда мы, значит, при поддержке правительства, по прямому поручению, было приобретено новое здание для Ленского технологического техникума, которое осталось от производственников, хорошее здание, это сейчас новый учебный корпус. Ну и в этом году у нас стартовала программа модернизации системы СПО, это ремонты колледжей и техникумов, это тоже программа Айсен Сергеевича, 5-летняя программа, она утверждена, каждый год по 5 колледжей будет ремонтироваться, итого в ближайшие года 25. В этом году вот ремонты закончились в Алепминском техникуме, в Алданском медицинском колледже и завершаются в других учреждениях. Ну что ж, Михаил Юрьевич, делается много, мы все это видим. Желаем дальнейшего успешного развития нашей системы профессионального образования, ну и дальнейшей успешной работы на благо нашей республики. Спасибо большое, надеемся, что этот учебный год будет успешным. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.